Скоро висагинские школьники получат электронные ученические удостоверения с функцией оплаты. С их помощью они смогут оплачивать обеды в столовых. Новшество вводится в связи с выполнением проекта создания открытых экосистем для расчетов безналичными средствами в столовых учреждениях общего образования. В этом проекте участвует 242 общеобразовательных учреждения Литвы, в том числе и висагинские школы. На первом этапе этого проекта школьники будут оплачивать новыми удостоверениями питание в столовых, а дальше с их помощью можно будет реализовать такие функции, как контроль прохода в общеобразовательные учреждения и учреждения неформального образования детей, оплата транспорта и так далее. В пояснении проекта говорится о том, что электронные ученические удостоверения внедряются с целью развития у детей навыков по защите своих расчетных средств, отслеживания своих расходов, сохранения в тайне паролей, понимания финансового мошенничества и обучения его распознаванию. На первом этапе всем важно понять, как будет работать новая система оплаты обедов. Для этого будет проводиться учеба для работников столовых и педагогов. Как поясняют специалисты, родители будут заходить в систему ТАМО и пополнять в ней счет ребенка. Таким образом, на карточке, электронном удостоверении ученика будет храниться определенная денежная сумма, которая может быть использована только для обедов в школе. В настоящее время в кассах столовых висагинских школ уже установлено дополнительное оборудование, которое позволит рассчитываться за обеды как деньгами, так и ученическими электронными удостоверениями. Эта система должна быть внедрена до 30 сентября. Мы побывали в Висагинском центре помощи просвещению, где выполнялась печать удостоверений, и попросили рассказать о них заместителя директора центра Еву Gudėnį. Taip, mes pavasarį gavom naują įrangą, vyko apmokymai ir jau dabar rugpjūčio pabaigoje pradėti spausdinti pažymėjimai. Žinoma, iššūkių buvo nemažai, nes tai yra nauja įranga, naujas procesas, nauji dalykai Visagine, bet jau šiai dienai mes turime atspausdintą didžiąją daugumą pažymėjimų, praktiškai galima sakyti visi, dar likę keletas, kurių tėvai nepristatė nuotraukų, o be nuotraukos aš pažymėjimo išspausdinti negaliu, nes sistema to neleidžia. Mokyklos perdavė visus duomenis, bėdos buvo tik tai su nuotraukom, nes yra tėvelių, kurie nenori, kad jų vaikų nuotraukos būtų ant dokumento. Сколько еще осталось напечатать удостоверений примерно? Tai tų be nuotraukų vaikų yra, gal koks 100 daugiau. Bet aš nežinau, ar jie pristatys nuotraukas ar ne, bet tie, kurie su nuotraukom, jau galima sakyti, kad jų procesas baigtas, beliko tik tai mokykloms išdalinti tuos pažymėjimus.